Здесь в своей части рассказа вы упомянули о том, что мы видели на абхазском телевидении, иностранных граждан, которые даже не очень хотели представляться, вообще объяснять, как они туда попали. В последнее время я слышу информацию о том, что в Центральной избирательной комиссии районов нашей страны тоже очень активно пытались попасть иностранные граждане, не граждане Республики Абхазия, посторонние лица, совершенно верно, которые хотели получить доступ к спискам избирателей, к личной информации, вплоть до телефонов, паспортных данных и так далее. Не везде прошло, но, насколько я знаю, вы, Кан Валерьевич, лично столкнулись с такой ситуацией. Можно в двух словах об этом? Получается, как будто прямо я фартовый в этом плане, везде попадаю в эти ситуации. Я пришел в одну из администраций районов, не буду называть сейчас, чтобы не ставить в неловкое положение людей. Я думаю, что они не совсем во всем виноваты. Пришел в их избирательную, как его, центр, или как правильно это назвать? Округ. Да, округ, избирательный округ. Пообщаться, потому что здесь некоторые каналы, анонимные каналы говорят, что оппозиция никого не может выставить. Мы как раз таки выставляем, и немало выставляем, просто не афишируем. Абхазский народ Абхазии будет знать своих героев, так что пусть не думают и не радуются анонимные каналы. К чему говорю? В процессе разговора заходит молодой человек, одевает майку, команда Абхазии, и останавливается, когда меня увидел. Мне, естественно, интересно стало, я задаю ему вопрос: ты кто? Он говорит: я им помогаю. Я поворачиваюсь в Центральной избирательной комиссии, я их спрашиваю: он кто? Они говорят: помогает. Хорошо, помогает. Он кто? Вопрос задаю, кто статус он такой здесь? Они пожали плечами и сказали: помогает. Я сказал: у вас сформирован, ЦИК весь? Они говорят: да. Я говорю: из кого состоит? Они говорят: из работников районных, администрации района. Я, естественно, очень прямо заинтересовался еще раз, спрашиваю молодого человека, команда Абхазии, майка у него. Я еще раз задаю вопрос: вы кто? Он говорит: я никто. Если ты никто, как ты можешь помогать? Он промолчал. Естественно, у меня в голове зародился один интересный вопрос. Я его спрашиваю: вы гражданин Абхазии? Он сказал: нет. Тогда что ты здесь делаешь? И по какому праву ты лазишь вот здесь, в Центральной избирательной комиссии, проверяешь какие-то документы? Если ты никто, зовут тебя никак, без фамилии, без герба, без родины, без ничего, и носишь, что самое интересное, носит майку команда Абхазии. Я так понял, что команда Абхазии состоит не из граждан Абхазии, что ли? Вопрос я хочу задать им. Вы знаете, я его выпроводил, аккуратно выпроводил. Я понял, что непонятная экспансия людей, непонятно с какой целью, и наши чиновники, которые должны за это отвечать, а самое главное СГБ Абхазии, которая почему-то на все глаза закрыла, во все наши сферы жизни залезают люди непонятные, во всяком случае не граждане Абхазии. Но самое интересное, на тот момент как раз начался учение. Я проходил, меня спросили: куда вы идете, даже меня депутата. А вот этот человек, который никто, фамилия не имеет, герб не имеет, флаг не имеет, но носит майку команды Абхазии. Видимо, эта команда Абхазии на пропуск для всего у нас в Абхазии. Я так понял. То есть команда есть Абхазии, и больше нет никого в Абхазии, кроме них. Я так понял. При всем при этом, почему-то эта команда Абхазии, половина, я так понял, я не знаю сколько, представлена не гражданами Абхазии. Это мы не допустим. Я этим людям хочу обратиться. Я, конечно, поговорил и с главой администрации этого района. Я оставлю в секрете наш разговор, о чем мы с ним говорили. Но где мы уже будем услышим, что то же самое происходит, мы будем на все реагировать. Исходя из того, о чем говорил Кан, я бы хотел вот здесь формулировками определиться. Вот те люди, о которых говорит Кан на телевидении, те люди, о которых он говорит на избирательных участках, это посторонние лица.
нахождение которых на этих объектах запрещено законом. Вот я обращаю внимание этих глав администрации и вообще власти в целом, всей вертикали снизу доверху и сверху вниз. Это нарушение закона очередное. К большому сожалению, вот как мы по одному и тому же кругу ходим. Власть нарушает закон, мы им указываем, они молчат и продолжают нарушать дальше. Рано или поздно эти нарушения накопятся и вернутся вам. Назовем это народными традициями потом или чем угодно, но они вернутся обязательно. Так бывает. Это закон природы. И ни Бадра Гумба, ни Аслам Жая никто эти законы не отменит. Это невозможно в условиях Абхазии. Эти законы не могли отменить в советское время в Абхазии, не то что сегодня.